Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему, тянет ли его к вам и что он к вам чувствует на самом деле. И перед вами три варианта. Вам нужно выбрать свой, цифру 1, 2 или 3, либо карту, которая вас больше всего к себе потянет. Дорогие, прислушивайтесь к своей интуиции. Она вам поможет, она вам подскажет. И выбирайте. А я перехожу к цифре номер 1. Троечки, смотрим вас. И тянет ли загаданного мужчину к вам? Увы, здесь нет. Я притяжения по этим картам не вижу. Почему? Вообще полностью по всему раскладу хочу сказать, что у мужчины сейчас очень и очень непростой период. И, скорее всего, у вас, дорогие мои троечки, произошел конфликт, скандал или даже расставание, предательство. Поэтому у мужчины, да, его психоэмоциональное состояние выпало у нас пятерочка пентаклей, которая говорит нам о том, что мужчина находится в разбалансированном состоянии. Мужчина в таком подавленном состоянии, даже где-то озлобленном состоянии. Это вполне может быть, конечно же, из-за неких материальных трудностей, материальных проблем, потому что и материальную сторону, тут карты нам тоже такой тонкой линией нам показали, высветили. И да, все-таки мы смотрим в этом раскладе отношения. И в отношениях, конечно же, вот то одиночество, вот та ссора и предательство, которое случилось, оно отложило, конечно же, очень большой, очень сильный отпечаток на его сегодняшнее психоэмоциональное состояние. Он подавлен, он нервный, где-то такой вот на шарнирах, агрессивный. И лучше бы к нему не подходить, лучше бы его не трогать. Что бы ему ни говорили, что бы ему сейчас не сказали, все это воспринято в штыки. Все это он не услышит, будет где-то даже на зло может делать какие-то вещи, как говорится, от обратного. Вот ему говоришь, вот это белое, а он будет говорить, что вот это черное, вот так хорошо, и делать по-черному. Вот примерно такое состояние. И, конечно же, тут притяжения никакого не вижу. И здесь, я бы сказала, мужчина жалеет себя, видит себя жертвой ситуации, жертвой обстоятельств, видит, что его предали, его обидели. Его, на самом деле, да, он очень обижен, его сердечко, я бы сказала, болит. Но и в то же время его самолюбие тоже дает о себе знать. Тут мужчина прежде всего думает о своем удобстве, о своих желаниях, стремлениях, надеждах, о том, что разрушено, о том, что сломано. Поэтому сейчас ни о каком лечении и ни о каком магнетизме в вашей паре говорить вообще не приходится. Если это не так, то, скорее всего, вы просто выбрали не тот вариант, потому что сами видите, все карты у меня на столе, и они все такие агрессивные и конфликтные. Дальше его чувства к вам сегодня. Восьмерочка кубков, рыцарь мечей и восьмерка пентаклей. Две восьмерки и рыцарь. О чем нам здесь говорят? Мужчина сейчас на данный момент агрессирует. Мужчина сейчас находится в таком нервном состоянии. И говорить о каких-то влюбленностях здесь не приходится. Мужчина эмоционально и чувственно, он уже с вами расстался, и причем он это хочет сделать вот прям скорее, прям быстрее, чтобы от этих чувств, от этих переживаний, от этой боли, которая у него есть, он хочет от нее уйти. И прям вот делает все, чтобы решить этот вопрос. Очень активно и очень динамично и очень агрессивно. Где-то это могут быть даже ссоры, конфликты именно такого словесного характера, когда мужчина не следит за своей речью, не следит за тем, что он говорит, а даже на уровне разговоров, да, он стремится обидеть и стремится убежать, уйти. Ну и вопрос финансов, вопрос денег тоже здесь у него стоит на повестке дня. Даже, смотрите, я бы сказала, что вся та энергия, которая в нем сейчас есть,
он направил на работу, чтобы отвлечься, чтобы забыться, чтобы не думать о боли и о том негативе, который с ним, с вами произошел и случился. Дальше, как в ближайшее время будут складываться отношения? Карта сила, карта шестерка кубков и туз пентаклей. Ну, здесь конфликты. Здесь, конечно же, агрессия, конфликты, выяснение отношений. И, скорее всего, отношения не восстановятся. Почему? Потому что, да, тут есть туз пентаклей, который нам дает надежду на то, что все-таки что-то можно еще спасти, но, скорее всего, это, опять же, всю силу и всю свою энергию он отдаст работе и финансовой составляющей его жизни. Именно работе, именно заработку, именно стремлению реализоваться, заниматься работой, своими проектами и бизнесом. Потому что, смотрите, у нас здесь сила и шестерочка кубков. В этой колоде шестерка кубков, она не о дружбе. Она о расставании и о том, что вы все неприятности, всю боль, которая была, вы хороните. Это на самом деле могильная плита здесь изображена. Это гавайская богиня, и она здесь расстается, хоронит все то плохое, что в ее жизни произошло. Да, дальше у нас идет туз пентаклей, это как бы рождение, да, новая энергия, но тут все-таки это материальная масть, и даже если что-то и возродится, что-то и можно будет восстановить, то это будет далеко, нежели в какое-то ближайшее время. Туз пентаклей нам здесь не обещает именно начало отношений, он здесь нам говорит о именно материальных каких-то благах. Потому что если мужчина, да, всю свою энергию направил на деньги, то вот здесь на обиде, на боли, которая образовалась, а она аккумулирует большое количество энергии, вот если он правильно ее трансформирует в материальное, то здесь мужчина добьется очень больших высот. Скорее всего, этим он и займется, дорогие мои троечки. Это был вариант номер 3. Я вам желаю, несмотря ни на что, несмотря на то, что расклад у нас получился очень грустный и болезненный, любите себя и берегите себя. Будьте здоровы, балуйте, заботьтесь о себе. Несмотря ни на что. Вы у себя единственная, вы у себя одна. Никто так, как вы, о вас не позаботится, никто так, как вы, не поймет, что вам на самом деле нужно. Я с вами прощаюсь. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи. Двоечки, смотрим вас. И тянет загаданного мужчину ли к вам. Да, ответ да, однозначно. У нас выпала двойка мечей, дьявол и рыцарь кубков. Дьявол самое, что ни на есть соблазнительная и влекущая к себе, да, карта. Так что здесь мужчина соблазнен и, конечно же, увлечен, и его к вам тянет. Но смотрите, какая здесь ситуация складывается. Да, здесь есть притяжение, да, здесь есть некий такой магнетизм, влечение, да, желание, но этот мужчина держит все свои чувства к вам, вот все вот это увлечение, магнетизм под контролем, под неусыпным и неустанным контролем. Он контролирует все свои эмоции, все свои желания, все свои какие-то такие яркие вспышки, да, которые происходят у него, абсолютно под контролем. То есть этот мужчина такой прям с хорошей силой воли и четким осознанием того, что ему нужно и что он хочет от жизни. Даже если у него есть какие-то, грубо говоря, грешки, да, он их четко контролирует вообще, вот прям до мельчайших подробностей. Он четко знает, что из этого может получиться, по крайней мере, он осознает это для себя так, как он это видит сам. Четко знает и четко понимает, во что это ему выльется, да, какие эмоции ему это принесет, какие переживания ему это все доставит, все это его влечение и желание, да, к вам, вся эта тяга к вам, которая есть на постоянной основе.
И он это все четко контролирует. Не дает он выходить своим эмоциям, своим желаниям за некие границы, которые он выстроил с вами, либо вообще сам с каждым человеком, с которым он имеет контакт. Неважно, кто это, любимая, сестра, либо подруга, или какая-то коллега по работе. В общем-то, мужчина на чеку постоянно. Его психоэмоциональное состояние паж мечей. Вот как я и сказала, здесь у нас изображена богиня Диана, богиня-охотница. То есть, да, как я уже и сказала, мужчина четко осознает, что ему нужно. А мужчина такой охотник. И знаете, вот как та лиса, увидев добычу, она так вот пригибается, да, прижимается к земле и так тихо-тихо на таких каких-то воздушных легких лапках подкрадывается и делает рывок, да, нападает. Вот так и у него он четко контролирует все. Еще и паж мечей тут Диана. То есть, ну, даже просчитает все поползновения женщины со стороны, сразу видит суть ее действий, ее слов, что она хочет от него, чего добивается. То есть тут такой очень мудрый, очень умный мужчина. Да? Как его чувства к вам на сейчас, на сегодняшний момент? Но опять же, есть некая влюбленность. Вот она. Но все те чувства, все эти эмоции, которые в нем бурлят, которые в нем закипают, он их хранит. Он не дает им выйти наружу. А даже если и мироздание ему дает такую возможность, он этой возможностью пока не пользуется. Чувства все у него хранятся, все это желание у него где-то там хранится. Вот она как фула, она богатство охраняла. Так и он. То есть все вот эти богатые эмоциональные, чувственные переживания он прячет и никому не показывает, никого к себе не допускает и не подпускает. Все, опять же, контроль его прям прерогатива, что ли. Вот не знаю, как-то он отказывается от таких, я бы сказала, ярких красок, по крайней мере, сейчас, на данный момент в его жизни. Но влюбленность, она есть однозначно. Во-первых, это кубки. Во-вторых, у нас еще и выпала двоечка кубков, которая транслирует нам наличие чувств и наличие привязанности к вам. Дальше я уточнила, как будут складываться отношения. Выпали у нас две двоечки. Двойка пентаклей, двойка жезлов и шестерка пентаклей. Да, общение однозначно будет. Да, тут некая между вами связь, она будет поддерживаться, но, скорее всего, здесь она не будет приносить удовлетворения ни вам, ни ему, потому что есть, просвечивают нам карты, такой некий конфликт, но как бы ни конфликтовали, чтобы вас обоих не устраивало, все равно общение будет, потому что, опять же, у него тяга, она сильна. Вот она. Дьявол еще и рыцарь кубков. То есть рыцарь кубков, он несет эти эмоции, да, он прям их транслирует. Но это все у нас за двоечкой мечей. То есть тут все скрыто. И вот здесь, да, в развитии отношений мужчина будет помогать, мужчина будет поддерживать, может где-то даже эмоционально, прошу прощения, материально, но не более. Не более. Тут отношения пока не будут приносить какого-либо удовлетворения. Но, как бы то ни было, вы и он будете понимать, что да, не все просто, не все легко, но притяжение обоюдное, оно будет однозначно. Вот такой у нас выпал вариант номер 2. Я желаю вам, дорогие мои, всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, будьте здоровы. Пусть ваша жизнь будет полна любви, взаимопонимания, гармонии, красоты, счастья.
И пусть исполняются все ваши мечты и терпение вам, двоечки. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Как обычно, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и переходим к троечкам. Итак, единички, смотрим вас. И тянет ли загаданного вами мужчина к вам? Мужчину к вам. Да, тянет однозначно. Мужчина, я бы сказала, знаете как? Постоянно чувствует к вам притяжение, постоянно чувствует к вам влечение. Но почему сейчас отношения складываются так, как складываются, да? Здесь у него, да, есть влечение, да, есть притяжение, но есть и какие-то сомнения, и какие-то страхи. Страхи, связанные с неким прошлым. У нас выпала 5 кубков. С прошлыми отношениями. С тем отпечатком, который оставили прошлые отношения на его личности и на его вообще воспринятии личной жизни. Но мужчина понимает, что то влечение, которое он к вам испытывает, оно есть, никуда ему от него не деться. У нас тут карта Луна, карта Колесо Фортуны. То есть оно его сопровождает на постоянной основе. Он с этим желанием, с этим, да, вот с этим влечением к вам он постоянно живет, постоянно где-то даже существует. Его тянет к вам однозначно. Тут без сомнения этот пункт расклада у нас выпал. Но опять же, да, у нас и присутствуют здесь в картах и у него и большие сомнения. Большие сомнения и некие страхи, которые его мучают и не дают ему делать то, что он бы хотел. И я уточнила его психоэмоциональное состояние на этот момент. 6 жезлов. Ну, в принципе, у мужчины нормальное, хорошее состояние, но ко всем происшествиям, ко всем, не знаю, тем вещам, которые происходят в его жизни, он относится сейчас достаточно таким вот, с некой такой агрессией, с неким боем. Ему кажется, что ему все нужно завоевывать, что все нужно отстаивать, что везде нужно прикладывать силу и даже где-то продавливать, чтобы получить свое. Я бы не сказала, что это какое-то нервное, нервозное состояние. Нет, просто вот, видимо, у него характер. Знаете, такое бывает, у кого Марс в Овне, вот они как бронетранспортер, они идут на пролом, не видя препятствий. Вижу цель, не вижу препятствий. Прошибут все, пройдут все стены, все барьеры, все препятствия, все снесут. И своей цели они обязательно добьются. Вот так и у этого мужчины сейчас на данный момент. Но вот здесь психоэмоциональное состояние, да, такое очень целеустремленное, да, желание показать, что я победитель, и желание быть победителем во всех ситуациях. Но вот здесь, вот здесь, в позиции влечения к вам, да, позиции того, что он понимает, что его к вам тянет, он себя победителем не чувствует. И поэтому боится, тут опять же, да, как я говорила, страхи его одолевают. Хотя вот здесь, вот мы видим резонанс в этих позициях. Мужчина уверен, и мужчина привык быть победителем. Его чувства к вам на сегодняшний момент. Паж Пентаклей, 2 кубков и шут. Ну, здесь можно говорить, конечно, о влюбленности. Мужчина понимает, что есть к вам чувства, есть влюбленность, есть желание быть с вами, постоянное желание быть с вами, но карта шут, он к этим чувствам все равно относится как-то несерьезно. Хотелось бы ему, конечно, окунуться в эти чувства, да, по шуту, но опять же, вот здесь есть сомнения и страхи, которые ему это сделать не дают. И он пытается еще от этих чувств как бы немного отстраниться, абстрагироваться и уйти. То есть, ну, есть они и есть, как-то он на них машет рукой. Но вот
Такое состояние у мужчины непонятное. Хотя осознание, понимание, что чувство и, да, и влечение к вам есть, желание быть с вами, да, вот этот самый магнетизм, который от вас исходит, он его приманивает, но он и в то же время от него как-то отходит, отворачивается и относится к нему немного инфантильно, даже где-то несерьезно. Хотя шут, да, карта некого такого риска, да, но вот здесь все равно, скорее всего, просто он как бы принимает то, что есть, и все, ничего не делает. Я спросила дальше, как будут складываться ваши отношения. Ну, тут небольшой застой. Небольшой застой, и застой этот с подачи мужчины. Он такой вот управленец, некий такой стратег, некий такой, не могу сказать, что прям это прагмат, это некий такой кукловод, который будет направлять отношения в то русло, в которое ему удобно. Вот у нас король кубков, да, еще и император выпал, и девятка жезлов в центре, что говорит нам о том, что не будет никакой большой активности. Единственное, что он может поддерживать некий уровень в отношениях, чтобы вы, грубо говоря, не слетели с крючка. Но он это будет с позиции делать именно своего удобства и своего желания. Если сегодня он хочет, он как-то проявит себя, ну, какие-то, может быть, знаки внимания вам окажет, но не более, опять же, да, только тогда, когда ему хочется, вот такой кукловод. И может еще действовать и управлять вашими эмоциями, давить на какие-то ваши переживания эмоциональные, но, опять же, сильно рассказывать и транслировать вам свое влечение, свое желание быть с вами, да, и свою некую влюбленность он не будет. Будет только показывать вам и транслировать те чувства и эмоции, которые ему выгодны. То есть слабость свою здесь мужчина не покажет. Желание быть с вами тут активно мужчина тоже показывать не будет. Вот этого ждать не стоит, дорогие мои единички. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. И желаю вам, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы, берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе, несмотря ни на что и ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантья. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Переходим к двоечкам.